Весна идет, воде дорогу. Как известно, реки большие и малые расположены в низинах, и все талые воды с лесов, полей, холмов стекают именно сюда. И чтобы такая речка не стала морем, путь в воде прокладывают местами буквально вручную. Казанский поселок Аки, река Киндерка, промерзла практически полностью. Трактор свободно передвигается по льду, и ни одной трещины при этом не наблюдается. У автомобильного моста снег и лед сделали это место непроходимым для воды. То есть, если таять начнет, польется через верх, перекроет движение, затопит дачные домики. Если возникнет затор, то у нас тут рядом расположен водозабор водоканала, который питает вот эту часть города. И могут быть неприятные последствия. Тот случай, когда человек руками облегчает работу тяжелой техники. Почти шахтерский труд. Чтобы ковшом экскаватора убрать разбитый отбойным молотком лед и добраться до воды, потребовалось около 2 часов работы. И это только один мост. Таких показаний несколько десятков. На территории города возможно возникновение очень опасной ситуации. Поэтому идет по городу Казани плановая подготовка по этим мероприятиям. Пока попадает 337 домов, где проживает 976 человек. Из них детей до 14 лет 236 человек, пожилых людей старше 62 лет 277. Чтобы талые воды проходили беспрепятственно, даже когда уровень рек поднимется на несколько метров, русло не только ото льда освобождают. Скопившийся за зиму мусор, след жизнедеятельности человека, растущие по берегам кусты – все это может создать помеху и навредить человеку. Добавляет работы и опасности и человеческая инициатива по самостоятельному строительству небольших мостиков через речки, чтобы удобнее было заезжать на территорию садовых обществ. Весной эти мостики под слоем снега и льда, их не видно, но это искусственное препятствие для воды и причина наводнения в конкретном месте. Все, на берегу вода уже там. Да. Есть подобный пример и более крупного масштаба – поселок Старое Аракчино. Здесь был когда-то путь для воды под автодорогой, но там, где веками текла вода, несколько лет назад вырос жилой комплекс «Волжская гавань», и путь талых вод к Волге перекрыл. И мы каждый год там организуем перепуск этой воды в реку Волга, которая там скапливается. Тоже там жилой фонд, 27 домов, которые могут быть затопленными. Мы за этим следим пристально. Вода, как говорит нам словарь, это неорганическое соединение. Можно, наверное, сказать, что соединение это не всегда даже органичное и часто непредсказуемое. Река Киндерка в Советском районе промерзла насквозь, а вот Нокса в Приволжском свободно течет по своему извилистому руслу, не пытаясь течь по прямой. Известно, что одними из первых с весенними неприятностями знакомятся автомобилисты и жители деревень, к которым весной и осенью просто невозможно подъехать. Потому борьба с паводком занятие не только сезонное. В поселке Салмачи, к примеру, в этом году одной проблемы стало меньше. Появился новый мост через речку Ноксу. Лежала когда-то здесь бетонная труба, которую приходилось чистить. Теперь же и само русло облагорожено. Летом прошлого года надежда на безопасную весну вселилась и во многих жителей Нижнекамска. Построенная еще в середине прошлого века дамба вдоль Камы уже давно не внушала доверия. На протяжении многих лет наши переживания были о том, что наша дамба старенькая не выдержит, и мы лишимся своих подсобных хозяйств, будем так говорить. Но вот в этом году руководство республики и нашего города приняло решение об укреплении дамбы. Теперь мы можем спокойно заниматься своими дачными участками и ни о чем не переживать. Эту весну нижнекамцы встречают с новой укрепленной дамбой протяженностью 2 километра 107 метров. Проблема была на более 20 лет. Это, я уже в своем докладе освещал, что это около 300 домов, это дачные участки, это 3 детских оздоровительных лагеря. За уровнем воды следят на уровне государственном. Обещают, что повторение обмеления рек образца 2019 года и чрезмерного выхода из берегов образца 2020 не допустят. Круглосуточно за обстановкой на водах следят в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС. На связи вся республика. И о проблемных местах в разных районах здесь знают. У нас на территории республики есть 107 гидротехнических сооружений, которые требуют ремонта. Из этих 107 гидротехнических сооружений есть 23, которые находятся в аварийном или в предаварийном состоянии. Наиболее опасные из них это вот поселок Новый, Тукаевский район, это Актанышский район, Якшеево,
и Новошишминский район, Слобода и Екатерининская. Штатные наблюдатели по всей республике сообщают информацию каждые 4 часа при спокойной обстановке и каждые 2, когда ситуация с паводком становится напряженной. Особое внимание у нас вызывает это Буинский район, это низководные мосты Черки, Кельдураза и Киять, где ежегодно проходит подтопление данных низководных мостов. 17 тысяч сотрудников МЧС по всему Татарстану находятся в готовности к встрече большой воды. Уже в эти дни они заходят буквально в каждый дом, который находится в опасной близости к водоему. Говорят, что нужно делать в случае резкого подъема воды. Подготовлены пункты временного размещения людей. А до этого лучше приготовить одежду, документы, продукты, поднять на чердаки или верхние этажи имущество, которое может быть затопленным, а в идеале застраховать. На МЧС надеется и сам не плашай. Спасению утопающих, как известно, дело не только спасателей. Жилищно-коммунальные службы готовят мешки с песком, чтобы преградить путь воде. В Буинске, например, освобождают от снега городские водосточные канавы. И местные жители, наученные многолетним опытом, делают все возможное, чтобы потери были минимальными. Будет большая вода. Вот в этом районе 50 сантиметров воды стоит на дороге. И ей деваться некуда. Я должен сказать, что высота снежного покрова по городу Казани составляет, на сегодняшний день мы посмотрели, от 50 до 74 сантиметров. Это 2 раза больше, чем в 2020 году. Земля, к сожалению, промерзла до 73 до 74 сантиметров, зависит от районов, до 120 сантиметров. Пик прохождения паводка мы прогнозируем в 3 декаде апреля по 1 мая. Прогноз погодных условий также благоприятный для нас. Резкое повышение пока температура не ожидается. Важна не только величина снежного покрова, но и наличие влаги в снеге. Она в этом году значительно превышает норму, где-то в 1,5 раза в среднем по республике. 10 минут дается на то, чтобы дежурная бригада спасателей выехала на место чрезвычайной ситуации, и еще 2 часа на выезд основных сил. В беде, говорят, люди не останутся. У нас и техника, в полной боевой готовности при подготовке к антипаводковым мероприятиям. Совершенно верно. В Центре управления в кризисных ситуациях на вооружении стоит подвижный пункт управления, в который входит 5 единиц техники. Одна из самых основных – это автомобиль экстренного реагирования, который в течение 10 минут готов выехать на место происшествия. Зуфар Давлетшин, Андрей Куличников. 7 дней.